В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым! В эфире с вами Александр Голубов и радио Крым Реалии. Слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц, 8:35 и 13:10 по крымскому времени, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Итак, мы говорим сегодня вновь о пенсиях. Российский парламент Крыма утвердил прожиточный минимум пенсионера в Крыму в размере 8560 рублей на 2019 год. Это на 30 рублей больше, чем в этом году. Соответствующее решение приняли 31 октября на заседании парламента. Зачем в Крыму подняли прожиточный минимум именно на 30 рублей? Какую пользу эти 30 рублей принесут пенсионерам и как рассчитать прожиточный минимум для крымского пенсионера? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. Итак, напомню, что темой нашего эфира является решение парламента Крыма поднять прожиточный минимум для пенсионеров на 30 рублей. Все это особенно интересно в контексте пенсионной реформы. Напомню, что 3 октября президент России Владимир Путин подписал пакет законов о пенсионной реформе, и пенсионный возраст мужчин поэтапно вырастет до 65 лет, а для женщин до 60 лет. А для досрочного выхода на пенсию мужчинам нужно будет накопить 42 года пенсионного стажа, а женщинам 37 лет. Парламенты Крыма и Севастополя поддержали в свое время проект российского закона о пенсионной реформе. В Крыму, однако, проходили протесты против пенсионной реформы. В разных регионах полуострова КПРФ проводила митинги, пикеты и сбор подписей. Однако власти большинства населенных пунктов не согласовывают такие акции. Вот сейчас с нами на связи депутат Симферопольского городского совета Крыма от КПРФ Степан Кискин. Степан, здравствуйте. Доброе утро. Вот в контексте активности коммунистической партии относительно пенсионной реформы, вот как коммунисты расценивают решение парламента поднять прожиточный минимум для пенсионеров, аж на 30 рублей? Мы, конечно, рассчитываем на это все отрицательно, и на пенсионную реформу, и на этот прожиточный минимум, и вообще мы отрицательно относимся ко всей системе капитализма. Что в Украине, что в России, что в Беларуси, что в Казахстане, в любой стране бывшего Союза, мы относимся к этому отрицательно. Мы считаем, нам нужна социальная страна, которая бы заботилась о детях, о стариках, была бы везде работа дана. Вот к чему мы хотим. Мы хотим назад в будущее, в социализм. Степан, а скажите, вот такое решение властей местных, оно может устроить крымчан, по вашему мнению? Насколько они готовы воспринять повышение прожиточного минимума для пенсионеров аж на 30 рублей? То есть это какое-то изменение к лучшему для них будет? Или же, наоборот, издевательство, издевка такая? Да нет, это, понимаете, это чиновничья бюрократия. Они хотят показать свою работу, хотят показать, что вот улучшение какое-то есть. Какое улучшение на 30 рублей может быть? Вы сами понимаете, что 30 рублей это чих, это перевести на советские деньги, это одной копейки не будет, наверное. Поэтому я считаю, что это не решение вопроса кардинальное. Решение вопроса кардинальное предложили мы, коммунисты. Должны олигархи поделиться своими состояниями с народом. Они захватили наши богатства природные, все ресурсы, качают нефть, газ, все продают на Запад, получают доллары и все это складывают у себя в офшорах. Народу отдать это все надо, назад отдать все надо. Это наше.
Это нам в карман залезет с вами. Ну вот, Степан, смотрите, в принципе, рейтинги показали, что после принятия пенсионной реформы поддержка, уровень поддержки Владимира Путина и российских властей, в частности, в том числе и главы правительства Дмитрия Медведева, они упали. И вот 30 рублей этих для Крыма это, в принципе, такой повод для напомнить о том, что прошла пенсионная реформа. Вы планируете продолжать какую-то протестную активность именно на фронте пенсионной реформы? Ну, конечно, смотрите, все, рейтинг упал и будет падать. Это уже апогей власти этой прошел, понимаете? И будет он катиться вниз и вниз. Почему? Потому что на самое святое позарились, на пенсии стариков, и уже дальше некуда. Поэтому я думаю, что мы протесты эти будем продолжать. Вот. И дальше. Почему? Потому что 30 рублей, которые они подняли, это только раздражитель для народа. Люди возмущены этим всем, понимаете? Людей всех это уже достало. Надо заняться экономикой, в конце концов, а не вот этими политическими играми, всеми танцами этими. И получается так, народа высасывают все, последнее с кармана вытягивают, а олигархи у нас неприкасаемые. Так не должно быть. Вот что? Они забыли даже библейские истины, где написано было, 10 в заповедях, что написано, заработал, отдай десятину. Когда олигарх у нас десятину кому отдал? Степан, а если быть конкретнее, возможно, у вас какие-то акции запланированы на ближайшее время, просто чтобы наши слушатели знали? Ну, в ближайшее время мы на 7 ноября выходим. Пожалуйста, вот это уже первая акция, которая будет, праздник, 101-я годовщина. Вот, пожалуйста, там, конечно, будет высказываться все. Мы пройдемся по всему, и в том числе и по этим минимальному прожиточному минимуму. Призываем всех прийти на этот митинг, на демонстрацию и высказать свое мнение. Что ж, Степан, благодарим вас за ваши ответы. Напомню, мы беседовали с депутатом Симферопольского городского совета Крыма от Коммунистической партии Российской Федерации Степаном Кискиным. Мы продолжаем нашу беседу. Темой, напомню, для нее, точнее, поводом для нее стало решение крымского парламента поднять прожиточный минимум для пенсионеров на 30 рублей. И вот сейчас на связи с нами Павел Кудюкин, бывший заместитель министра труда и занятости населения России. Павел Михайлович, здравствуйте. Хочу вас Доброе утро. Доброе утро. Хочу вас сразу же спросить. Вот мы слышим, что со стороны того же Степана Кискина, местного коммуниста крымского, о том, что вот это ужасно. 30 рублей — это чуть ли не издевка над крымчанами. Но, насколько я понимаю, прожиточный минимум для пенсионеров — это достаточно такой технический показатель. Вы могли бы рассказать нашим слушателям, зачем это делается? Зачем вообще, в принципе, поднимается и опускается? И зачем вообще нужен прожиточный минимум для пенсионеров? Ну, смотрите, прожиточный минимум вообще, который по-разному считается в разных странах используется с одной и той же целью. Это некоторая граница для социальной политики, ну, то, что называется линия бедности. У нас, конечно, прожиточный минимум весьма скудный, это уровень физиологического выживания, нищеты, по сути. При этом, как он считается, есть так называемая продовольственная корзина, то есть минимальный набор продуктов, который должен обеспечивать человеку минимум калорий и минимум питательных веществ, по стандартному набору: белки, жиры, углеводы, витамины. Он определен постановлением правительства. Вот. Ну, соответственно, по данным Росстата, определяется стоимость этой продовольственной корзины. Затем к этому еще добавляется 50% суммы на непродовольственные товары, на одежду, обувь и так далее. И еще 50% на оплату услуг. Вот все в целом, то есть двойная стоимость продовольственной корзины, и получаем прожиточный минимум. Вот. Еще раз повторяю, у нас в России это уровень нищеты. Он определяется ежеквартально в соответствии с законом. Вот, соответственно, если получился он на 30 рублей выше, чем в предыдущем квартале, то он и определяется. Определяется он для 3 групп населения возрастных: для детей, для трудоспособных, для пенсионеров. При этом для пенсионеров он получается, в общем, самый низкий, что не слишком адекватно и не слишком справедливо, поскольку у пенсионеров, скажем, достаточно высокие расходы на медикаменты, которые у нас, увы, очень недешевы. Они автоматом досчитываются в составе 50% от расходов на продовольствие
значит, непродовольственные товары. Вот как это считается. Ну, вот, значит, по данным Росстата, по Республике Крым, получилось, что он по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 30 рублей. Ну, депутаты в этом смысле просто-напросто проштамповали как бы эту цифру, представленную в соответствии региональным управлением Федеральной службы статистики. Ну, собственно, чего они еще могли сделать? Павел Михайлович, я так понимаю, что прожиточный минимум для пенсионеров отличается для разных регионов, раз крымский парламент принимает отдельное решение. Конечно, он в каждом регионе свой. Потому что уровень цен все-таки у нас между регионами разный, и если взять минимальный прожиточный минимум, это у нас Республика Мордовия, и максимальный автономный округ Чукотка, там разница примерно в 4,5 раза. Угу. Павел Михайлович, вот для чего используют этот показатель? Ну, понятно, что это некий минимум, да, но его используют, например, для расчета доплат для пенсионеров, предположим, если пенсия ниже этого. Совершенно верно. Это как бы некоторая граница для принятия решений по социальной политике. Доплаты до этого минимума, если пенсия до него не дотягивает. Это определение семей, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке. То есть кому выплачивать пособие по бедности. Они немножко не так называются официально, но суть их именно такова. Более того, федеральный прожиточный минимум, он еще и для страны в целом рассчитывается, является основой для расчета минимального размера оплаты труда. Вот там, правда, с полугодовым лагом получается. Вот. Ну и регионы вправе устанавливать свой минимальный размер оплаты труда не ниже федерального, но могут, значит, привязывать к региональному прожиточному минимуму. Но в Республике Крым региональный минимум оплаты не устанавливается. То есть здесь в этой цели не используется этот показатель. То есть, условно говоря, поднятие прожиточного минимума на 30 рублей отразится, пускай даже вот так, не сильно значительно, но отразится исключительно на тех пенсионерах. На самых бедных, На самых бедных, да? А вот насколько значительным, по вашему мнению, в принципе, является поднятие прожиточного минимума на 30 рублей на фоне инфляции? Вот, насколько я понимаю, в Крыму цены сейчас растут достаточно высоко, и вот цифра 8560 рублей на 2019 год, она, насколько, по вашему мнению, в принципе, адекватна? Она, знаете, вообще, я говорю, в целом по России неадекватен продовольственный набор. Он занижен. Отсюда идет и заниженный размер прожиточного минимума. Вообще очень интересная история. По закону правительство должно каждые 5 лет пересматривать вот эту самую продовольственную корзину в сторону ее расширения. Очередной срок должен был наступить с 1 января текущего года, 2018. Однако правительство издало постановление, что оно просто продлевает действие предыдущей продовольственной корзины еще на 3 года. Угу. Вот. Еще раз говорю, корзина просто по составу абсолютно недостаточная. Вот известная история, что в Саратовской области один из депутатов местного законодательного органа начал эксперимент по выживанию на вот этот продовольственный набор, уже как-то жалуется на проблемы со здоровьем, и эксперимент прекратил. А вот интересно, если кто-то из крымских местных депутатов начнет подобный эксперимент, это приведет к проблемам со здоровьем? Просто чтобы понять, насколько Крым лучше ситуация, чем в остальных регионах России. Понимаете, в чем дело? Еще раз говорю, сам по себе набор, он стандартный, он устанавливается для России в целом. Цены между регионами разные. То есть я подозреваю, что результат будет примерно тот же. Это, в общем, жизнь впроголодь. Угу. А вот в принципе, вот когда мы сейчас говорим о такой истории, как пенсионная реформа, вот по вашему мнению, насколько необходимо, опять-таки, насколько может ли пенсионная реформа, точнее, в том виде, в котором она была принята, дать резервы для того, чтобы поднять во-первых, прожиточный минимум для пенсионеров, поднять сами пенсии, как-то привести их в адекватность с теми потребностями, которые есть у современных пенсионеров? Это никак не влияет, это совершенно не связанные друг с другом вещи. Я говорю, прожиточный минимум считается
по определенной методике, и от этого как бы и пенсионная реформа к этому никак не относится. Да, но, предположим, правительство-то может, понимая, что пенсионная реформа, вот я сейчас говорю сугубо теоретически, само собой, освобождает какие-то средства в бюджете, да, она может решить, что все-таки, давайте все-таки расширим эту продовольственную корзину, сделаем ее больше, добавим туда какие-то важные продукты, учтем лекарства, которые необходимы пенсионерам, и вот сделаем, по крайней мере, продовольственную корзину для пенсионеров чуть больше. Вот есть шанс, что вот эти средства будут использованы именно с такой целью? Не думаю. Не для того ее проводили. А для чего же тогда? Ну, по сути дела, как бы главная цель, как бы, которую всячески пытались замазать, это действительно сокращение как бы трансферов, переводов денег из федерального бюджета в бюджет пенсионного фонда. То есть, да, это экономия бюджетных средств, но очевидно, что эти сэкономленные деньги не будут направлены на как бы социальные нужды. Ну, как бы, если посмотреть тенденции развития нашего бюджета, это, вероятнее всего, будет израсходовано на, в основном, секретные статьи бюджета, то есть связанные с обороной и безопасностью. Павел Михайлович, а вот в такой ситуации, в принципе, насколько жизнеспособна российская пенсионная система, потому что если, я так понимаю, что из года в год, если не пересматривается эта корзина, если вот поднятие прожиточного минимума происходит аж на 30 рублей, при там уровне инфляции достаточно высокой, особенно если мы говорим там про Крым, в котором из-за логистических сложностей цены могут быть даже выше, чем в соседнем там Краснодаре и так далее. Вот насколько такая пенсионная система способна выживать и выполнять какую-то свою основную функцию? Как долго это может продержаться? Нет, ну, дело в том, что вообще, что значит такая пенсионная система? Пенсионная система завязана в основе на отчисления в пенсионный фонд как бы на фонд оплаты труда работающих. Вот есть фонд оплаты труда, значит, к нему там при зарплатах, так сказать, примерно до 80 тысяч в месяц отчисляется как бы сверх того 22%, как бы, если зарплаты более, я говорю, там 80 с небольшим тысяч, значит, на эти суммы начисляется 10%. Это как бы не в полной мере наполняет пенсионный фонд, не наполняет по нескольким причинам. Вот это сама регрессивная модель, когда более богатый платит меньше. Второй момент – это то, что у нас значительная часть работников оформлены, как бы не вполне официально или совсем неофициально, и с их зарплат, соответственно, отчислений нет. Потом есть целый ряд налоговых льгот, которые, если пересмотреть и необоснованные льготы отменить, это позволит, скажем, дополнять пенсионный фонд, опять-таки, из того же федерального бюджета. Вот, то есть, в принципе, она могла бы существовать и без повышения пенсионного возраста. Тут есть механизмы решения проблем. Но пошли самым простым путем, таким механического увеличения пенсионного возраста, поэтапного. То есть, условно говоря, проблема не в системе, а в том, как ею управляют, вот если резюмировать. По сути, да, главное именно в этом. Что ж, я говорю, здесь шире не только пенсионная система, но вообще и налоговая система как таковая, система управления рынком труда. Что ж, Павел Михайлович, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, с нами на связи был Павел Михайлович Кудюкин, бывший заместитель министра труда и занятости населения России. Напомню, что темой нашей сегодняшней беседы является решение российского парламента Крыма утвердить прожиточный минимум пенсионера в Крыму в размере 8560 рублей на 2019 год. Это аж на 30 рублей больше, чем в этом году. Буквально через минуту к нам присоединится директор Украинского института трансформации общества Олег Соскин. Мы с ним поговорим о том, какое влияние вот это решение и вообще пенсионная реформа будет оказывать на политический ландшафт соседней России и Крыма в том числе. И я хочу напомнить нашим слушателям, что если вам есть что сказать по теме эфира, то звоните нам по бесплатному номеру телефона 8
8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединяться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. А если вы хотите знать все самые важные новости дня, подвести итоги этого дня в Крыму, то не пропустите наш вечерний эфир. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Мы же возвращаемся к нашей утренней теме, а напомню, речь идет о поднятии прожиточного минимума для пенсионеров на 30 рублей в Крыму. И на связи с нами директор Украинского института трансформации общества Олег Соскин. Олег, здравствуйте. Я просто вкратце расскажу вам о том, что мы выяснили с нашими предыдущими спикерами. В частности, Степан Кискин, местный коммунист, крымский, симферопольский, заявляет, что, в принципе, он там коммунисты местные, многие крымчане воспринимают вот такое решение как издевку, а Павел Кудюкин, бывший заместитель министра труда и занятости населения России, утверждает, что, в принципе, повышение пенсионного возраста, ну, мягко говоря, говорит о неэффективности управления пенсионной системой в Российской Федерации. И у меня к вам следующий вопрос. Многие считают, что пенсионная реформа станет вот этим первым камешком, который может попасть вот в шестеренки российской политической системы и испортить ее, и, возможно, даже разрушить. Вот по вашему мнению, действительно ли есть риск того, что все эти пенсионные манипуляции, которые сейчас проводятся, могут действительно вызвать некое недовольство россиян властью и привести к каким-то далеко идущим политическим последствиям? Ну, события по поднятию так резко и практически неожиданно для миллионов, для десятков миллионов в России людей пенсионного и предпенсионного возраста, вот этих выхода на пенсию, а я думаю, это только начало, и то, что все-таки Путин и его группа, и Единая Россия, и Дума, и Сенат пошли на это говорит, что уже возврата вот к такому, скажем, либеральному отношению к людям пожилого возраста в России уже не будет. И что страна, которая ведет, ну я так считаю, вот эти боевые массовые действия, войны, по сути дела, и в Сирии, и в Украине, и которая наращивает постоянно милитарный свой комплекс, по сути превращается в такого милитарного монстра, ну, конечно, у нее тогда не будет денег, чтобы заниматься социальной политикой. Надо делать или одно, или другое. Или мухи, или котлеты. Поскольку выбраны, ну, в данном случае в виде мух ракеты, да, такие боевые оводы, то естественно, что людям простым надо подготовиться, что будет еще хуже, хуже и хуже. И то, что просто сейчас как бы сделали это первый такой болезненный очень шаг, подняв вот этот пенсионный возраст, и Компартия России прекратила сопротивление, это говорит о том, что как бы в стране России социальное сопротивление на уровне уже структур власти и на уровне общественного мнения и в регионах, мне кажется, вот оно уже подавлено. То есть начинает полностью превуалировать вот этот такой ястребиный клёкот. Олег, вот если использовать... говорит, что оно будет воевать. А раз будет воевать, нельзя давать, не повышать пенсии, не увеличивать эти... Ну, это ж вы же сами сказали, что это смешно. Там люди, Олег, ну смотрите, если использовать вашу терминологию, то котлеты потом идут и голосуют на выборах, потому что, ну, социальная политика — это все-таки политика, направленная на широкие слои населения. Пенсионеры — одна из самых активных, вот, я бы сказал, групп, которые любят голосовать на выборах, любят это выдавать. Не приведет ли это к тому, что поддержка Путина будет падать и дальше? Да. Однозначно приведет, вы правильно отметили, потому что он практически нанес повышением пенсионного возраста колоссальный удар по своему социальному электорату. То есть он фактически как бы выбивает у них источник жизни. И не только у тех, кто на пенсии, но и тех, кто ждал пенсии. Вот это самый страшный удар.
И это удар как раз и по крымчанам, которые думали, что придет вот царь-батюшка, товарищ Путин, вот, такой коммунистический царь-батюшка, и станет жить лучше, станет жить веселее. И все же думали, что так и будут выходить на пенсию. 55 женщины, 60 мужчины. А тут вышло... Что ж, Олег, я вынужден вас поблагодарить, просто время нашего эфира стремительно подходит к концу. На связи с нами был директор Украинского института трансформации общества Олег Шоскин. Напомню, мы беседовали о повышении прожиточного минимума для пенсионеров на 30 рублей. В студии с вами был Александр Голубов, радио Крым Реалии. Мы услышимся буквально через пару минут. Новости в эфире радио Крым Реалии. Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Почти 500 крымским семьям отказали в выплате пособия на первого ребенка. В Киеве у здания МВД требовали наказать виновных в убийстве Гандзюк. И в Феодосии задержан необычный мошенник. Сейчас подробнее. В Крыму 494 семьям отказали в выплате российского ежемесячного пособия в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Как сообщает российское Минтруда Крыма, на 1 ноября этого года за назначением ежемесячной выплаты обратились 3526 человек. Размер пособия в этом году составляет 10 487 рублей. В выплате пособия отказывают семьям, у которых доход 3 человек превышает 47 853 рубля. Сообщается, что за ежемесячные выплаты могут обратиться женщины, родившие или усыновившие ребенка после 1 января 2018 года. В Киеве у здания МВД прошла акция «Ее убили» памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла утром 4 ноября после нескольких месяцев борьбы за жизнь из-за атаки серной кислотой. Как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», собравшиеся требовали привлечь к ответственности заказчиков и убийц Гандзюк. Ранее активисты и друзья Екатерины Гандзюк сообщили о ее смерти. Сотрудники магазина техники в Феодосии обратились в полицию с заявлением о том, что некий гражданин подменял в магазине технику на более дешевые аналоги. Ущерб, причиненный фирме, составил более 200 тысяч рублей, сообщили в подконтрольном Кремлю МВД Крыма. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы. Злоумышленник арестован. В Омске избили 74-летнего правозащитника Валентина Кузнецова, который выступал против строительства китайского городка без согласия местных жителей. Как сообщает МБХ Медиа, 3 ноября он приехал в пригородный поселок Омский, чтобы снять с квадрокоптера территорию стройки. К ним подъехали участковый инспектор и гражданин, который назвался представителем собственника компании СТГ Групп. У Кузнецова забрали телефон и удалили из него все данные, включая видео, которое он снял. Сегодня в Крыму температура воздуха по прогнозам синоптиков плюс 16, временами будет облачно в районе Чонгара и Новоалексеевки плюс 12. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне. Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. А мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. Также крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Поговорим сегодня о новости, важной для крымских татар. Меджлис крымско-татарского народа созывает конференцию делегатов Курултая 6-го созыва 12 ноября в Киеве. Как представительские органы крымских татар работают в условиях аннексии Крыма? Смогут ли делегаты Курултая посетить конференцию и зачем созывают делегатов? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания. Итак, согласно решению, которое опубликованному в Facebook, делегаты намерены обсудить ситуацию в Крыму и задачи органов национального самоуправления в условиях аннексии полуострова, а также выполнить постановление второй внеочередной сессии Курултая крымско-татарского народа 6-го созыва в Бахчисарае 29 марта 2014 года. Достаточно запутанные формулировки, особенно для непосвященных, и мы сейчас попытаемся понять, о чем же идет речь. И до эфира мы связались с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым и расспросили о решении провести вновь конференцию. Давайте послушаем господина Чубарова. Курултай 6-го созыва был избран в 2013 году. Первая сессия Курултая крымско-татарского народа 6-го созыва состоялась в конце октября 2013 года. И далее уже момент оккупации 29 марта 2014 года мы провели внеочередную сессию Курултая, и после этого у нас не было сессии Курултая. Речь не идет о созыве Курултая, речь идет о созыве конференции делегатов Курултая крымско-татарского народа. Поскольку в условиях временной оккупации Крыма мы не можем созвать сессию Курултая крымско-татарского народа, мы пригласили делегатов Курултая приехать в Киев на конференцию. И во время этой конференции делегаты рассмотрят несколько вопросов, в том числе два таких основополагающих про ситуацию в Крыму и задачи органов крымско-татарского национального самоуправления в условиях временной оккупации Крыма Российской Федерации. И второй вопрос о выполнении постановления второй внеочередной сессии Курултая крымско-татарского народа 6-го созыва от 29 как раз марта 2014 года про реализацию крымско-татарским народом права на самоопределение на своей исторической территории в Крыму. Соответственно, будут приняты и по этим вопросам, и по другим вопросам, которые сочтут необходимыми рассмотреть делегаты на конференции, будут приняты соответствующие решения. Но это будет решение не Курултая, а конференции делегатов Курултая. Знаем точно, что часть делегатов по разным причинам не смогут приехать, поэтому мы говорим о проведении конференции. Боимся мы или не боимся, что независимо от того, как мы называем наше мероприятие, у делегатов, которые приедут из Крыма, будут проблемы, но у кого в Крыму сейчас нет проблем, если этот человек занимает хотя бы какую-то мере, но самостоятельную жизненную позицию. Вот эта позиция главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Мы также расспросили его о том, какие решения необходимо принять о работе Курултая в условиях аннексии Крыма. Давайте послушаем его ответ. Если Крым не был бы оккупирован Российской Федерацией, то, что никто из нас не мог предусмотреть, когда мы составляли свои регламентные документы, выписывали внутренние процедуры Курултая, у нас не было специального такого раздела, скажем так, наша деятельность в условиях временной оккупации Крыма другими иностранными государствами. И, соответственно, наши сегодня действующие регламентные документы предусматривают о том, что через каждые 5 лет должны быть новые выборы делегатов Курултая крымско-татарского народа. И в нормальных условиях в этом году должны были состояться выборы делегатов Курултая крымско-татарского народа, и как раз в ноябре этого года должны были бы смениться полномочиями новоизбранные депутаты. В наших документах написано о том, что полномочия делегатов действующего созыва Курултая, полномочия слагаются на первой сессии новоизбранного Курултая крымско-татарского народа. Мы не можем созвать новоизбранную сессию, потому что мы не смогли в условиях оккупированного Крыма, выборы невозможны. Более того, они бы сразу преследовались в прямом смысле законами оккупационной власти. Соответственно, я предполагаю, что одно из действий, которое сделают делегаты действующего Курултая, они примут заявление, я предполагаю такое решение, но это за делегатами. Они примут заявление, которым они мотивируют тем, что не было возможности провести выборы и созвать новый Курултай, новоизбранный, и, соответственно, действующие делегаты продолжают
исполнять свои полномочия или сохраняют свои полномочия до появления условий, при которых возможно будет проведение новых выборов и созыв сессии новоизбранных делегатов. Итак, вот такое вот мнение главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Сейчас же с нами на связи Заир Смедляев, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа. Заир, здравствуйте. Доброе утро. Ну, в первую очередь, благодарю вас за то, что вышли с нами на связь. И у меня вот такой вот вопрос. Вот только что мы услышали мнение господина Чубарова о том, что теоретически во время конференции может быть принято решение делегатов о том, что они будут сохранять свои полномочия до момента, пока не изменится ситуация, которая позволит провести следующие выборы. Вот как для меня, как для человека, не знающего ни юридических, ни, возможно, каких-то традиционных основ функционирования Курултая, вы могли бы объяснить, есть ли вот какие-то там, условно говоря, юридические основания, которые бы позволили конференции сделать такое, принять такое решение? Ну, скажу так, что вообще, когда разрабатывали регламент, никто не мог себе представить, что завтра та страна, которая называет себя старшим братом, братским народом, еще как-то, вдруг ворвется в Крым, вдруг все поменяет, начнется репрессии. Тогда об этом никто не знал, поэтому некоторых моментов в регламенте прописано не было. Но в соответствии с этим регламентом полномочия прекращаются лишь после того, как будет открыта первая сессия вновь избранного Курултая. Понятное дело, как и Рифат Чубаров говорил, сегодня здесь провести какие-то выборы делегатов Курултая, местных меджлисов невозможно, потому что, во-первых, и решение, и содействие в проведении данных выборов принимается меджлисом крымско-татарского народа. Сегодня в Крыму российскими судами меджлис запрещен, то есть пока не будет выполнено решение Международного суда ООН о том, чтобы в Крыму была возобновлена деятельность меджлиса, пока не будут созданы условия для честных, открытых выборов делегатов Курултая, говорить о том, что закончились полномочия этого состава, не приходится, и я думаю, что здесь просто будет подтверждено то, что участники, делегаты конференции заявят о том, что они продолжают свою работу, они не складывают в себя полномочий, то есть они готовы даже в таких условиях продолжить свою работу. Заир, я правильно вас понимаю, что в принципе даже вот теоретически продолжение, новые выборы, да, или проведение не конференции делегатов, а именно сессии Курултая, возможно, именно в условиях, скажем так, того, чтобы деятельность Меджлиса крымско-татарского народа на территории аннексированного или уже не аннексированного Крыма, в зависимости от того, как это будет происходить, будет разрешена наконец. Потому что я так понимаю, что пока что в Меджлисе и делегаты Курултая не рассматривают возможность там, проведения выборов, например, на территории материковой Украины. Территория материковой Украины, она не даст такого количества делегатов, и это будет неправильно, если там десяток человек будут принимать решения по судьбе всего народа. То есть удаляясь от основной массы, да, от материнского ядра. Я понимаю, что и то решение, о котором мы говорили, да, что будет проводиться не сессия Курултая, а конференция. Оно связано с тем, что сегодня провести полноценную сессию просто невозможно, начиная с того, что для проведения сессии созывает меджлисом, создается оргслужба, плюс, чтобы для проведения полноценной сессии нужен кворум свыше 2/3 от списочного состава делегатов. Этого сегодня сделать невозможно еще и по другой причине. Сегодня уже на делегатов Курултая крымско-татарского народа оказывается давление с силовиками.
их предупреждают о том, что в случае выезда на материк у них будут проблемы по возвращению. Я не исключаю, что будут у них проблемы и на выезде. Плюс среди делегатов ведется работа, что якобы такое понятие, как конференция, не заложено в регламенте, это противоречит всем этим нашим документам. Я хочу напомнить, что у нас проводились дважды конференции Курултая, это 24 ноября 1991 года проводился, и также 21 ноября 1998 года. То есть две конференции проводились. Ну, то есть, когда ситуация говорит о том, что нужно собраться с делегатами Курултая, обсудить те проблемы, которые есть у народа, но не позволяет время, не позволяют определенные условия, тогда проводятся вот такие вот конференции. Заир, а вот когда речь идет о кворуме, вот в своем видеообращении в Фейсбуке господин Чубаров заявил, что только небольшая группа делегатов среди избранных в 2013 году 248 человек вышла из Курултая после аннексии Крыма, и также, что среди членов Меджлиса также есть несколько человек, кто потерял членство из-за поддержки оккупации. Ну, вот цитирую: «Слава Богу, большинство делегатов Курултая и членов Меджлиса продолжают добросовестно выполнять свою миссию». Вот как много делегатов ожидается на конференции? Вы уже примерно можно сказать? Ну, я боюсь, что все-таки их не будет для, скажем, того, чтобы, ну, в количестве необходимом для проведения сессии. Поэтому и говорится речь о Курултае, вернее, о конференции Курултая. Ну, не думаю я, что здесь будет 200 делегатов Курултая, потому что тот прессинг, который пошел, даже когда в прошлом году выезжали туда на материк делегаты, по возвращению у них были проблемы. У них были проблемы и у тех делегатов, которые в этом году выезжали. То есть, я еще раз говорю, что выедут те, кто ну, не связан вообще абсолютно ни с каким бизнесом, тот, кто не связан с какой-то работой в государственных учреждениях бюджетных. Ну, я же понимаю, что ни один учитель, ни один там врач не сможет выехать, потому что его не отпустят с работы, потому что ему жестко поставят условия. Выехал, потерял работу. А найти сегодня работу здесь практически уже для крымского татарина это такая большая проблема. А те, кто, скажем, самозанятые, страшный прессинг на бизнес, на бизнесменов. Поэтому мы все это понимаем, прогнозируем. Что ж, Заир, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы только что беседовали с главой ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заиром Смедляевым. Буквально через минуту к нам присоединится член Меджлиса крымско-татарского народа и председатель комитета защиты прав крымско-татарского народа Эскендер Бариев. Я же хочу напомнить нашим слушателям, что если у вас интересуют основные новости дня, если вы хотите услышать итоги дня, который прошел, то не пропустите наш вечерний эфир. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Мы же продолжаем говорить о конференции делегатов Курултая 6-го созыва. О решении провести ее 12 ноября в Киеве объявил Меджлис крымско-татарского народа. И вот сейчас у нас на связи член Меджлиса и председатель комитета защиты прав крымско-татарского народа Эскендер Бариев. Эскендер, здравствуйте. Доброе утро. Вот мы уже слышали от господина Чубарова и от господина Смедляева о том, что это будет не сессия Курултая, а конференция делегатов Курултая. Вот вы могли бы рассказать нашим слушателям, чем отличаются эти две вещи? То есть, условно говоря, какие полномочия есть у конференции делегатов, какие решения она может принять, и насколько обязательны эти решения для выполнения крымскими татарами? Ну что, какая разница между конференцией и самим Курултаем, насколько я так понимаю, самой сессии, вернее, Курултая. Об этом достаточно подробно, я так понимаю, сейчас говорил и Заир Смедляев, председатель Центральной избирательной комиссии Курултая.
Но здесь действительно есть разница в том, что сессия Курултая созывается, во-первых, принимает решение Меджлис не менее чем за месяц, соответственно, рассылается повестка дня, и сессия Курултая, она обязательно, чтобы она может состояться в том случае, когда присутствует 2/3 от списочного состава делегатов Курултая. В настоящее время мы инициируем проведение конференции Курултая. Это другая норма, которая подразумевает проведение конференции, в которой принимают участие как делегаты Курултая, так и могут принимать участие представители общественных организаций, гости, активисты национального движения и так далее. И относительно принятия решений, то конференция Курултая может принимать обращения, заявления, рекомендации для Меджлиса крымско-татарского народа и для крымско-татарского народа в целом, которые, соответственно, потом учитываются и Меджлисом, и эти рекомендации, соответственно, потом распространяются на крымско-татарский народ. Конечно, на конференции Курултая невозможно проводить такие вот чисто регламентные, процессы. Имеется в виду это избрание постоянных органов Курултая и, соответственно, их переизбрание. Поэтому в данном случае мы, понимая, что под тем давлением, под которым находятся и делегаты Курултая, и члены Меджлиса, и весь крымско-татарский народ, мы уже, и Гейр Смедляев подтвердил все эти вещи, что к некоторым делегатам Курултая уже где-то косвенно намекнули в том, что если вы поедете, то можете не возвращаться на рабочие места, у вас будут реальные проблемы. Некоторым уже начинают предоставлять предостережения, а некоторым просто, как я уже говорил, намеками говорят о том, что у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому здесь вопрос заключается в том, что мы изначально инициируем конференцию Курултая только с той целью, чтобы обозначить и обсудить те реальные проблемы, которые сегодня возникли вокруг Крыма и вокруг крымско-татарского народа, для того, чтобы сделать определенные посылы для крымско-татарского народа, и, соответственно, принять ряд обращений и заявлений в международные организации. Сегодня ситуация назрела. Сегодня мы должны обозначить, на мой взгляд, один из важнейших вопросов, что крымско-татарский народ лишен права на демократические свободные выборы своих представительных институтов и лишен права на управление представительными институтами, что нарушает 18-19 статьи Декларации ООН о правах коренных народов. И таким образом привлечь внимание все международные организации к тому, что давление и дискриминация крымско-татарского народа продолжается. И с другой стороны, мы должны четко обозначить и обратиться к международным организациям, что крымско-татарский народ должен иметь право выбирать свои представительные органы. И оккупанты это право сегодня забирают. Эскандер, в частности, и господин Чубаров, и, в принципе, в официальном объявлении говорится о том, что на повестке дня будет выполнение постановления второй внеочередной сессии Курултая крымско-татарского народа 6-го созыва о реализации крымско-татарским народом права на самоопределение на своей исторической территории в Крыму. Это звучит достаточно запутанно для человека, который не знаком с контекстом. Вы могли бы объяснить, что значит эта часть повестки дня? Что именно будет обсуждаться и какие решения могут быть приняты в связи с этим? Дело в том, что 29 марта 2014 года на последней сессии, которая смогла состояться, уже в оккупированном Крыму, было действительно Курултаем принято постановление о том, что крымско-татарский народ там активизирует или действует, начинает активную работу
над процессами самоопределения крымско-татарского народа. Конечно же, моя субъективная позиция, потому что те, кто наблюдали за Курултаями, то те знают, кто как, соответственно, реагировал на все эти процессы. Я считаю, что крымско-татарский народ и меджлис крымско-татарского народа, мы на протяжении более чем 70 лет боремся за самоопределение крымско-татарского народа на своей родной земле. Эта борьба продолжается и сегодня. Поэтому в тех условиях, когда принималось решение, как раз-таки учитывая, что нарастал конфликт между двумя государствами, крымско-татарскому народу нужно было четко проявить свою субъектность и свою позицию в этом вопросе, что крымско-татарский народ имеет право и будет бороться за это право на самоопределение на родной земле. И поэтому актуальность этого вопроса остается. Кроме того, что в рамках этого вопроса мы видим, что из-за оккупации мы сталкиваемся с проблемами не только права на самоопределение, но и с проблемами вообще естественного права крымско-татарского народа и коллективного права крымских татар. И поэтому здесь мы и актуальность этого вопроса остается, и мы должны, опять же, в рамках этого вопроса поднимать те проблемы, которые существуют. И я еще раз повторюсь, как раз-таки в рамках этого постановления мы можем говорить и об принятии обращений и заявлений международной организации, проинформировать делегатов Курултая, международную общественность о состоянии дел Украины против Российской Федерации, где основным вопросом в том числе стоит и вопрос запрета меджлиса крымско-татарского народа. Ну и, соответственно, я, как делегат Курултая, буду инициировать вопрос все-таки обращения, к примеру, в национальные парламенты, в частности, в Сенат США о признании депортации актом геноцида и об обращении в ОБСЕ и другие организации по безопасности о том, что крымско-татарский народ лишен права на свободные, открытые, честные выборы. Что ж, Искандер, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с членом Меджлиса и председателем Комитета защиты прав крымско-татарского народа Искандером Бариевым. И у нас осталось буквально несколько минут, и к нашему разговору присоединяется директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Благодарю, что связались с нами. И вот для тех слушателей, которые не сильно знакомы с крымско-татарской тематикой, вы могли бы рассказать о том, почему Курултай важен и делегация, точнее, конференция делегатов важна для деятельности представительных органов крымско-татарского народа? Ну, ви абсолютно сказали, що це представницький орган і, власне, лише Курултай формує виконавчий орган Меджліс, і лише Курултай може представляти інтереси кримських татар. На сьогоднішній момент, взагалі кримськотатарського народу в цілому, на сьогоднішній момент ми знаємо, що минає час, коли був обраний останній Курултай, відповідно необхідно підтвердити ці ключові позиції, які були сформульовані під час окупації, і це може зробити лише Курултай. В даному випадку його голос представників Курултаю є дуже важливим для підтвердження саме воли крымско-татарского народа. Игорь, а скажите, вот есть ли опасность в том, что речь идет все же о конференции делегатов Курултая? Насколько российская пропаганда будет использовать это для того, чтобы подорвать доверие к решениям, которые будут приняты в ноябре? Ну, питання в тому, що, розумієте, це унікальна ситуація кримських татар полягає в тому, що кримський Курултай – це легітимний орган. Він
навіть в форматі ранішому, він не був легальним, але був завжди легітимним органом кримських татар. Відповідно, тут він має той авторитет, і його рішення мають той авторитет, який навряд чи може підірвати будь-яка окупаційна влада. Тобто це якраз і він спирається на цей авторитет, на цю легітимність в очах виборців. Что ж, Игорь, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с директором Центра ближневосточных исследований Игорем Семиволосом. Темой нашего сегодняшнего эфира было созыв конференции делегатов Курултая 6-го созыва 12 ноября в Киеве. Об этом решении объявил Меджлис крымско-татарского народа. Собственно, это мы обсуждали в сегодняшнем эфире. В студии с вами был Александр Голубов. Это было радио Крым Реалии. Услышимся. Новости в эфире «Радио Крым Реалии».